Дорогие жители республики, Хамсар Мягкой, сегодня мое обращение связано с таким явлением, как коррупция. Коррупция – всем известное зло, внутренний враг, с которым на протяжении всей своей истории человечество ведет неустанную борьбу. Конечно, в этом направлении является исключением и наше государство. В марте прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин назвал коррупцию одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны. Это относится в том числе к нашей республике. Пример Ингушетии показывает, что чем более активно и целенаправленно мы пытаемся жить этого врага, тем сильнее возрастает его сопротивление. 10 лет мы чистили вместе с вами республику от таких вещей, как терроризм, экстремизм, бандитизм. Путем совместных усилий добились стабильности. Не раз показывали свое гостеприимство, стабильность на крупных международных, всероссийских, региональных соревнованиях, мероприятиях, которые проводились на нашей гостеприимной земле. Все это позволило перейти к другим приоритетам, продвижению проектов социального, экономического развития нашей республики. В этой приоритетной политике у нас огромная поддержка федерального центра. Мы также видим и знаем положительный отклик вас, жителей республики, гражданского общества, и, конечно, рассчитываем и дальше на вашу поддержку и помощь. Меры по борьбе с коррупцией были и остаются одной из ключевых задач в борьбе по созданию условий, необходимых для стабильного развития нашей республики. Ведя борьбу с бандподпольем и экстремизмом, мы с вами вместе боролись в том числе и с коррупцией. Такие крупные проекты, как материнский капитал, ЖКХ, средства на сертификаты МЧС и другие, они были начаты еще с 2010 года, в 2009 году. По многим из этих проектов возбуждены уголовные дела. Многие уже находятся в местах лишения свободы. Но при этом эта работа продолжается и сегодня. Органы правопорядка уже во многих направлениях выявляют факты коррупционного содержания. Только за период с 2014 по 2018 год Следственным управлением Следственного комитета по Республике Ингушетия возбуждено более 270 дел коррупционной направленности. В суд с обвинительным заключением передано более 180 дел. Целенаправленная работа по искоренению коррупции до недавнего времени давала положительные результаты. Так, за 4 года количество возбужденных дел коррупционного содержания сократилось почти 3 раза. Количество дел, переданных в суд с обвинительным заключением, в 4 раза. Опыт работы в данном направлении был принят во внимание при разработке государственной программы Ингушетии о противодействии коррупции до 2020 года. Однако, как показывает практика, принятых в последние годы мер оказалось недостаточно. Как я уже говорил, чем больше усилий мы предпринимаем для того, чтобы обеспечить на нашей территории соблюдение закона, который для всех един, и закон этот закон Российской Федерации, тем выше сопротивление тех, кто не намерен соблюдать эти законы. Многие соцопросы показывают, что коррупция по-прежнему остается одной из главных проблем в обществе. Однако сами люди, говоря о фактах коррупции, не называют ни конкретных фактов, ни тем более имен. Тому самые разные причины, в том числе родственные и другие связи. По данным социологического исследования, проблема коррупции правящих элит в республике занимает второе место. Опять же, повторяюсь, по конкретным фактам люди не дают ясных разъяснений или объяснений или информации. В последнее время увеличилось и количество обращений на имя главы республики от рядовых граждан, общественных организаций, которые утверждают, что по их запросам, жалобам правоохранительные органы власти до сих пор не приняты меры объективного решения. Становится очевидным, что борьба с коррупцией в республике должна приобрести иные масштабы. Ситуация не оставляет выбора и должна кардинально измениться. Пришла пора открыто спросить тех, кто пытается решать свои личные проблемы за счет бюджета. В ущерб бюджета, а значит в ущерб нас с вами, дорогие граждане. Наша задача – выполнить поручение главы государства, убрать прослойку между бюджетом и людьми. Ведь коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги в своем большинстве простых граждан.
Необходимость оперативных и жестких мер в этом вопросе не вызывает никаких сомнений. В этой связи руководством республики, то есть мной лично, принято решение дать независимую оценку сложившейся ситуации, выработать конкретные шаги по ее эффективному разрешению с опорой на законы и, конечно, при помощи федерального центра. Многие проекты, многие дела возбуждены уголовные, многие судебные решения приняты, в том числе при помощи главка и МВД, и прокуратуры, и Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу, куда мы периодически обращаемся. Будем делать это и впредь. Я хорошо понимаю сложности, связанные с принятым решением. Есть то, к чему все привыкли. Это, как я уже говорил, родственные связи, ответственность перед братом, дядей, другом и так далее. Много лет существовали негласные правила, без соблюдения которых человеку было трудно, почти невозможно найти работу, трудоустроиться или пойти на учебу. Я только сам уже в последнее время и постоянно с этим сталкиваюсь, когда ко мне обращаются по совершенно рядовым случаям. Хотя решить эти вопросы должны те чиновники, которые находятся на должностях. И мы здесь тоже будем давать оценку. Если это не коррупционное, то, по крайней мере, не кажется исполнение своих должностных обязанностей. И здесь тоже будем принимать решения вплоть до увольнения. Но здесь, опять же, повторяюсь, нужна ваша конкретная помощь. Для того, чтобы вам легче было ориентироваться, мы на сайте Совета Безопасности делали отдельную страницу. Ссылка будет обозначена на эту страницу. Я прошу всех, кто хочет совместно со всеми с нами бороться с коррупцией, давать туда конкретные факты, фамилии, имена, места. А если это возможно, конечно, и видео, и аудиозаписи. Было бы очень удобно и комфортно. Почему? Потому что не я только могу перепроверять вашу информацию. Не тем более органы правопорядка без официального заявления, конечно, оперативно сработать не смогут. Имеются факты, свидетельствуют о том, что средства, поступающие в бюджет, уходят на личное обогащение наших, в том числе некоторых чиновников. Это тоже есть факты. И на протяжении многих лет мы даже и возбуждены дела, и уволены чиновники за эти действия, и возвращены в бюджет средства. Здесь не является исключением Ингушетия. Поэтому здесь я тоже просил бы, особенно молодежные советы, общественные советы муниципальных образований, которые видят это все, давать сигналы, как я говорил, на эти сайты. В республике не должна оставаться неприкосновенной. Закон для всех един. И если кто-то путает бюджет со своим карманом, он должен быть наказан по всей строгости. Наша цель – развитие республики, и мы должны последовательно добиваться ее осуществления. Во многом возлагаю надежды на вас, дорогие граждане, на общество в целом, на общественные и другие организации, независимо, каких взглядов вы придерживаетесь, в том числе оппозиционные. Обращайтесь, но давайте факты, и будем над этим работать. Наша земля устала от насилия, распри. На протяжении 26 лет мы живем в таком напряженном состоянии. Да, если сегодняшний день брать, конечно, и социальное, и экономическое развитие – это самый такой пик развития нашей республики, в том числе и по доходам, в том числе по снижению безработицы. Но, тем не менее, явления коррупционного характера или родственного такого кумовства, они держат в большом напряжении наше общество. Поэтому мы должны включиться в работу и выправить эту ситуацию. Важно, чтобы ко всему происходящему подключились общественные советы различных направлений, как я уже говорил, средства массовой информации, в том числе так называемые и блогеры, и те, кто находится в соцсетях, у кого есть много тысяч подписчиков. Почему? Потому что по каждому вашему факту органам правопорядка, и в том числе власть, будет разбираться. Со своей стороны мы готовы именно участвовать и работаем в этом направлении. Не то, что готовы. И принимаем определенные решения. Но, конечно, мы готовы принимать критику и оперативно на ее реагировать. Как я уже говорил, еще раз прошу, уважаемые граждане, максимально воспользоваться теми условиями, которые я создал в плане оперативного обращения. И мои личные соцсети, и мой личный мобильный телефон, который есть в соцсетях, и в том числе
отдельные телефоны, координаты органов правопорядка, прокуратуры и нашего управления по противодействию коррупционным проявлениям. Спасибо.